Чао, дружество! Друзья, сегодня поговорим немного об ответах на вопросы, а именно о выражении «есте», так как оно очень часто слышится, но не все уверены, когда его можно использовать. Поговорить. Так, давайте сначала посмотрим, что вообще за слово. Форма «есте» представляет собой третье лицо единственного числа, либо второе лицо множественного числа, полной формы глагола «быть», полной положительной его формы. Почему так? Потому что эти формы просто совпадают. Значит, как выглядит его полная форма, положительная? Она выглядит вот так. Я jesam, ты еси, он, она, оно jeste, mi jesmo, vi снова же jeste, и они, one, она jesu. Значит, и он, она, оно, а также вы будет jeste. Jeste. Когда используем такое слово, его используем, когда хотим дать краткий ответ на вопрос, без повторения информации. Допустим, да ли je ovo tvoja sestra? Вместо того, чтобы сказать «да, ovo je moja sestra», я могу просто сказать «да, jeste». Все, всем все понятно, и я там не потеряла кучу времени для того, чтобы повторять информацию из вопроса. Просто jeste. И, как вы видели, это правда очень удобно, но такой ответ мы не всегда можем использовать. А именно, когда его используем. Его используем только в таких случаях, когда в вопросе есть глагол «быть». А как его узнать или как мы можем понимать, что там глагол «быть», посмотрите. Если начало вопроса звучит так «дали е», либо «ели» или «ел», мы еще сократили вот это «и», там однозначно глагол «быть». Посмотрите. Da li je u redu? Jeste. Da li je ovde? Jeste. Jel prošlo? Jeste. Jel došao? Jeste. Da li je stigla? Jeste. Da li je bilo dobro? Jeste. Там в вопросах, конечно, могут быть и другие формы этого глагола, и тогда отвечаем по-другому. Значит, тогда уже не используем вот эту форму jeste, а возможно там будет jesam, либо jesmo, jesi и так далее. Допустим, jeste li se odmorili? Да, видим, это вы. Jeste li se odmorili? Мы отвечаем jesmo, если там мы. Или я могу ответить jesam, если я там одна, а кто-то просто ко мне относится с уважением. Jeste li se odmorili? Jesam, hvala. Jesi li dobro? Jesam. Jesmo li stigli? Stigli smo или jesmo. Вот. Но когда вопрос начинается через да ли е, либо ели или ел, там однозначно в ответе будет jeste. Конечно, если ответ положительный. А теперь посмотрите разницу. Допустим, вы стоите в магазине, и кто-то там оплачивает картой, и вы можете услышать такой маленький диалог. Человек спрашивает «ел прошло?», а в кассе ему отвечают «jeste». Вот, «ел прошло, jeste». Но, когда вопрос звучит так «да ли имамо час сутра?» либо «имамо ли час сутра?», тогда уже нельзя отвечать «jeste» или «jesam», а говорим просто «имамо». Почему? «Да ли имамо?» Тут уже не глагол «быть», а глагол «иметь». И у него свои формы «имамо», либо своя отрицательная форма «немамо». Да ли имамо час сутра? Имамо или немамо. Там может быть и такая форма «ел имамо час сутра». Вот, «ел имамо». Но все же мы понимаем, что там уже появился глагол «имати», «ел имамо», значит, акцентируем именно этот глагол и отвечаем через этот глагол «имамо» или «немамо», или просто, конечно, можно сказать «да» или «не». Там всегда, если вы не уверены, просто говорите «да» или «не». «Да» или «не», «имамо» или «немамо». Znači, jeste li dobro? Jesmo. Jel u redu? Jeste. Вот, jel u redu? Jeste. Jel imamo čas? Imamo. Jel dolazi sutra? Dolazi. Значит, там, когда другие глаголы, уже используем вот эти глаголы для ответа. Всегда слушаем вопрос и что там у нас в вопросе. Итак, это еще не все. Как вы видели, jel imamo čas, imamo или nemamo.
jel dolazi, dolazi ili ne dolazi, ili просто да или не. Но эти формы имамо и долази представляют собой настоящее время. Да, я имам, ты имаш, он има, ми имамо, ви имате, они имaju. Ja dolazim, ti dolaziš, on dolazi, mi dolazimo, vi dolazite, oni dolaze. Но, так как наше прошедшее время строится с помощью глагола «быть», там тоже можно отвечать через глагол «быть». Посмотрите. Jel imamo čas sutra? Imamo ili nemamo, ili просто да ili ne. Jel bio čas juče? Jeste. Jel dolazi sutra? Dolazi ili ne dolazi, ili просто да ili ne. Jel došao juče? Jeste. Да. Значит, так как прошедшее время строится с помощью глагола «быть», на такие вопросы, которые относятся к прошедшему времени, тоже можем ответить через этот глагол «быть». И там чаще всего снова же то, что мы слышим, это именно форма «есте». А для тех из вас, кто бы хотел немного попрактиковать это все, можете ответить на данные вопросы в комментариях. Da li živite u Srbiji? Da li je u Rusiji hladno? Jel prošlo? Jel sve u redu? Da li imate decu? Da li želite da učite srpski jezik? Pišite odgovore. А sada priča. Что касается прически, ответ на вопрос такой. Ja sam 10 godina bila plavuša sa dredovima. Izvolite slike. A sada, govorili smo o žanru muzike i rekli smo da postoji rock, pop, metal, jazz, reggae, blues. Imamo i turbo folk u Srbiji ili staru narodnu izvornu muziku također. A sada da vidimo koje žanrove filmova imamo, kako se oni zovu na srpskom ili koje mi nazive koristimo. Šta mislite koji je moj omiljeni žanr filmova? Da li je to drama? Da li su to neki trileri? Da li je to akcija? Da li je to možda horor? Ili je to možda neki dokumentarni žanr ili dokumentarac? Nemi film, crno-beli film ili crtani film? Šta mislite? Pišite svoje odgovore u komentarima. Također možete napisati koji je vaš omiljeni filmski žanр. Друзья, как всегда, спасибо, что вы здесь. И спасибо за все ваши слова и вопросы и так далее. Если вам интересно изучать язык с нами, как всегда, посмотрите наш веб-сайт. У нас как раз набор открыт в группы. И вот мы вас ждем. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro. Ćao!